Приветствую, друзья! С вами Искендер Бариев. В Крыму оккупанты запретили проводить ифтар, страшные события с семьей Аюба Рахимова. Списки лиц, нарушающих права человека в Крыму, стали публичными. У политузников Кремля может появиться шанс на обмен. Об этом поговорим в 55-м выпуске блога Liberate Crimea. В понедельник, 10 мая, российские силовики запретили крымско-татарскому предпринимателю проводить в своем заведении ифтар, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан. Оккупанты вынудили его отказаться. Они без всяких, как обычно делается в таких случаях, формальностей, предупредили его, что если ифтар состоится у него в заведении, то его, как предпринимателя, будут ожидать очень неприятные последствия, из которых он не сможет сам выбраться. Что же тут такого противозаконного? Почему именно у него, спросите вы? Да потому что среди приглашенных были представители Меджлиса крымско-татарского народа и интеллигенция. Конечно, нельзя не вспомнить о страшном событии прошлой недели. Так, 11 мая российские силовики во время обыска застрелили гражданина Узбекистана Аюба Рахимова, который проживал в оккупированном Крыму. Оккупанты утверждают, что мужчина оказывал им сопротивление при обыске. Его супругу увезли вместе с сыном в Главное следственное управление по Республике Крым и Севастополю для допроса, где ей даже не сообщили сразу о гибели ее мужа. В результате женщине был назначен штраф в размере 2000 рублей и административное выдворение за пределы Российской Федерации за нарушение статьи 18.8 КоАП Российской Федерации. Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию, либо режима пребывания в Российской Федерации. Кроме того, суд предложил оформить опеку третьему лицу над 2 несовершеннолетними детьми, либо отправить их в сопровождении взрослого в Узбекистан. На данный момент Бурханова Сахиба этапирована в Краснодар в Центр временного содержания иностранных граждан отдела МВД России. Со слов адвоката Эдема Семедляева, ее доставили в Кировскую больницу Краснодарского края, где под угрозами взяли анализы из полости рта и носа и заставили сдать кровь. Все это проводилось под давлением. Было около 6 человек, которые угрожали, что с ней поступят плохо, что причинят вред ее детям. Под такими угрозами она согласилась дать образцы, заявил адвокат. Российская власть постоянно пытается создать о себе имидж главного освободителя от фашизма. Но в голове не укладывается, как в 21 веке можно всего лишь за один день детей сделать сиротами. Убили отца, а мать изолировали от детей. Данное событие очень похоже на кавказский сценарий, когда во время обысков спецслужбы России выводят женщин, а с мужчинами расправляются как с террористами, без суда и следствия. Если умолчать об этом сейчас, боюсь, проблема может стать системной уже и в Крыму. 11 мая Крымско-татарский ресурсный центр презентовал исследование «Анализ ситуации в оккупированном Крыму по состоянию на 2020 год». В этом документе раскрыты основные тенденции, динамика и количество правонарушений на полуострове за период оккупации Крыма. Проанализировав динамику изменения количества основных нарушений прав человека в Крыму по каждому виду, можно сделать вывод, что общее количество обысков за 2017-2020 годы увеличилось в 4,7 раза по сравнению с показателем за 2017 год. Задержаний в 2,8 раза, допросов в 2,3 раза, арестов в 15,2 раза. Нарушение права на наивысший достижимый уровень психического и физического здоровья в 9,7 раза. Нарушение права на справедливый суд в 4,1 раз. Незаконных этапирований в 11,6 раз. Данное исследование будет направлено в международные организации и государственные органы Украины. 13 мая Крымско-татарский ресурсный центр представил классификацию лиц, ответственных за нарушение прав человека в оккупированном Крыму. В соответствии с классификацией определены 9 категорий. Первое. Сотрудники ФСБ, следователи, оперуполномоченные, руководители следственных органов. Вторая. Сотрудники МВД. Третье. Сотрудники прокуратуры.
4. Судьи. 5. Секретари суда. 6. Эксперты-врачи. 7. Сотрудники ФСИН. 8. Адвокаты по назначению. 9. Другие должностные лица, министерств, МЧС, миграционной службы и другие. На основе данной классификации сформированы санкционные списки, в которые уже внесены 166 человек. До сих пор санкции ЕС в отношении Крыма применяются только в отношении лиц, причастных к нарушению украинского суверенитета и территориальной целостности, а не против тех, кто причастен к нарушениям прав человека на оккупированном полуострове. Представители данных категорий остаются безнаказанными. На основе данной классификации на сайте Крымско-Татарского ресурсного центра размещена кликабельная диаграмма, с помощью которой можно ознакомиться с актуальными списками лиц, причастных к преследованию политических заключенных, их родственников и активистов Крыма. У политузников Кремля может появиться шанс на обмен. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает вполне возможным обмен лидера промосковской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука на политузников Кремля в случае его осуждения. Данилов подчеркнул, что решение об этом может принять только президент. Об этом секретарь СНБО заявил в программе «Свобода слова» Савіка Шустера 14 мая. Це рішення про обмін приймає президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, ми залюбки це зробимо. Напомню, 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму двум депутатам – Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. В случае доказательства вины по статье о госизмене обоим грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества, а за разграбление национальных ценностей на оккупированной территории лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. 13 мая Печерский районный суд Киева избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста. Боритесь за Крым, боритесь за Украину, проявляйте солидарность и ставьте лайки. Желаю мирного неба над головой. До новых встреч!